Сәлем достар, қалыңыз қалай? Менің атым Ерлан. Қазақ тіліндегі сабаққа қош келдіңіз. Всем привет, друзья! С вами снова Ерлан. Добро пожаловать на наш очередной урок по казахскому языку, в котором мы поговорим о сложном настоящем времени. На прошлом уроке мы с вами говорили о простом настоящем времени, которое, как вы увидели, фактически выражало местонахождение кого-либо где-то. Допустим, мен сарайда турман, я нахожусь во дворце, или я живу во дворце. Омар диванда жатыр, Омар лежит на диване. Ит далада жир, собака гуляет на улице и прочее. Да? Помните, простое настоящее время образовывалось с помощью 4 глаголов. Жату, туру, отуру, да, и туру. И получается, и жиру точнее. И получается, на основе всех этих 4 глаголов строилось простое настоящее время. Сегодняшнее же время, как я сказал, сложное настоящее время, оно работает со всеми другими глаголами. И оно показывает именно действия, совершаемые человеком. Например, я ем, она поет, мы танцуем, вы видите и так далее. То есть, снова, простое настоящее время выражало фактически просто факт нахождения кого-либо где-либо. Сегодняшняя же тема, сложное настоящее время, выражает именно действия, конкретные действия кого-либо. Итак, не затягивая, сразу перейдем к делу. Прежде всего, я хотел поговорить с вами об инфинитиве глагола, то есть о его неопределенной форме. В русском языке инфинитив выражается с помощью частицы «те». Бегать, прыгать, видеть, слышать. Да? То есть инфинитив, неопределенная форма глагола, которая отвечает на вопрос «что делать?», «что сделать?», выражается с помощью частицы «т». В казахском языке также есть инфинитив. И вот обратите внимание на глагол бару, келю, апару, акелю. Что их объединяет? Абсолютно верно, буква У. И как раз таки вот эта самая буква У выполняет роль инфинитива. То есть это та самая частица Т. А бару идти, ходить, келю приходить, апару относить, акелю приносить. Вот. И, допустим, вся работа в казахском языке с глаголом идет с основой. Основа это то, что что остается, когда мы выбрасываем показатель инфинитива. Допустим, если здесь выбросить показатель инфинитива, бару, бар, келю, кель, апару, апар, акелю, акель, это все показатель инфинитива. То есть, точнее, это основа глагола. То есть мы отбрасываем инфинитив, то есть вот эту те, то есть в казахском языке у. И то, что остается, бар, кель, апар, акель, это все показатель основы. Это основа глагола, с которой и произойдет вся дальнейшая работа. Понятно? Думаю, более чем. Я доступно объясняю. И получается, приступаем непосредственно к простому сложному времени. Что же это такое? Как я говорил, это действия, которые... Это время, которое показывает реальные действия. Так, рассмотрим же примеры. Обратите внимание, первый пример. Мен, су, шип, турман. Мен, су, шип, турман. Данное предложение переводится как «я пью воду». Сейчас, в данный момент. Мен, су, шип, турман. Я пью воду. На что я обращаю внимание? Шу – это пить. Мы отбросили показатель инфинитива, осталась основа эш. Так вот, как происходит образование сложного настоящего времени? Мы к основе глагола добавляем окончание эп. Потом идет один из 4 вот этих глаголов. Тору, отыру, жату и жиру. То есть это предложение можно сказать 4 разными способами. Мен су шип турман, мен су шип отырман, мен су шип жирман, мен су шип жатырман. Что за бред, подумаете вы? Грубо говоря, нафига так заморачиваться? А все не так просто, Восток дело тонкое. Дело в том, что вот эти 4 глагола передают разные оттенки. Мен су шип турман. Я пью именно сейчас воду. Именно сейчас я пью воду. Краткосрочный процесс. Взял стакан, махнул, менсу эшиптурман. Эй, сен не эскиптурсон, что ты делаешь? Менсу эшиптурман. То есть я сейчас прям пью воду, вот сейчас. Менсу эшиптурман.
Это означает, что действие носит более длительный характер. Сакен! Не Степ Уотерсон, что ты делаешь? Менсу Шипотерман. Это означает, что он пьет воду в течение какого-то непродолжительного времени. Возможно, он сидит 5 минут, 10 минут за столом и не спеша пьет воду. Менсу Шип Жермен. Это означает, что я пью воду уже в течение какого-то времени. Ну, имеется в виду, допустим, да, сейчас модная тема пить 2 или 3 литра воды. Ну, это как сторонники правильного питания об этом говорят. И говорят как раз в тему предложения, допустим, мен эркунсайын ека литр су жирмен. Я каждый день пью 2 литра воды. Видали? То есть он пьет эту воду в течение какого-то периода, уже длительный период, это 2 или 3 месяца. Мен эркунсайын, я каждый день ека литр су жирмен. Мен әр күн сайын 2 литр су ішіп жүрмін. Четвертое. Мен су ішіп жатырмын. Жатыр это все. Это означает, я постоянно пью воду. Человек такое существо, мы на 80% состоим из воды. Мы вынуждены пить воду. Можно как сказать, что мен су ішіп жатырмын. Я всегда пью воду, как человек. И так увидели разницу, да? Круто на самом деле. Фактически у многих открыли глаза. Мен су ішіп тұрмын. Я сейчас пью воду. Взял стакан и просто махнул его, все. Мен су ішіп отырмын. Немножко дольше. Процесс идет 5 или 10 минут. Я сижу и попиваю воду. Мен су ішіп жүрмін. Уже период гораздо дольше. 2-3 месяца. Я уже 2-3 месяца пью по 2-3 литра воды и так далее. Ну, по расписанию. Мен су ішіп жатырмын. Более все. Совсем длительный процесс. Я как человек постоянно пью воду. Ну как? Круто? Уверен, круто. Поехали дальше. Так вот, возвращаемся к нашей схеме. Мен, я, су, вода. И вот, ишу это пить, у убираем, остается основа эш. Так вот, смотрите, мы добавляем окончание эп, ып. Здесь эп, потому что здесь буква ы, ей соответствует мягкое э. Эшип. И один из 4 глаголов, которые мы только что разобрали. Тур, отр, жиру, жату и так далее. И личный аффикс. Личные аффиксы вы уже лучше меня знаете. Мен это мэн. Мен су шип турман. Я сейчас пью воду. Оттенок вы уже поняли. Дальше. Сен күліп отырсын. Сен күліп отырсын. Күлю, вот, это смеяться. Я отбросил показатель инфинитива у, остался основа күль. И как здесь, добавил окончание эп, потом один из 4 глаголов, в данном случае отыр, и личный аффикс сун, потому что здесь сен. Сен күліп отырсын. Ты смеешься. Ты сейчас смеешься. Сен күліп отырсын. Эй, неге күліп отырсын? Сидит чувак, смеется уже всю вечеринку, 10 минут, и ты говоришь, эй, ты что смеешься, отырсын, да, уже какое-то время. Эй, неге күліп отырсын? А? Ты что смеешься? Поехали дальше. Сендер тамақ ішіп отырсыңдар. Сендер тамақ ішіп отырсыңдар. Сендер. Это мы помним. Это группа лиц, каждым из которых вы на ты. Сендер тамақ. Тамақ это еда. Эшу это пить, есть. У отбросил, основа эш. Добавил показатель эп и один из 4 глаголов. Опять отыр я добавил. И личный аффикс сендер это сендар или сендер. В данном случае сендар, потому что отыр в основе имеет букву ы твердую. Ей соответствует по закону гармонии гласных твердое ы. Сендер, вы, с каждым из которых вы на ты. Тамақ, эшіп, отырсын. Так, вы сейчас кушаете. Тут логично. Люди, во-первых, сидят за столом, во-вторых, это процесс идет определенное количество времени. Поэтому отырсыңдар. Сендер, тамақ, эшіп, отырсыңдар. Сендер, тамақ, ішіп, отырсыңдар. Вы кушаете. Тамақ ішу это кушать. Біз оқып жатырмыз. Біз оқып жатырмыз. Мы. Оку это читать. Ок основа. Здесь мы добавили ып, потому что о это твердое гласное. Ей соответствует твердое ы. Значит, окып.
жатырмыз. Как я говорил, жату это более длительный процесс. Біз оқып жатырмыз. Мысалы, біз қазақ тілді оқып жатырмыз. Мы учим казахский язык. Процесс длительный. Мы его постоянно учим. Біз қазақ тілді оқып жатырмыз. Мы учим казахский язык. Мен билеп жүрмін. Билеп. Билю. Это танцевать. Биль основа. Мен билеп жүрмін. Здесь в букве И это мягкая гласная. Билеп. Еп добавил. Еп. Мен билеп жүрмін. Я танцую. Мен билеп жүрмін. I'm dancing. Dans ediyorum по-турецки. Мен билеп жүрмін. Я танцую. Біз, мы, хат жазып отырмыз. Мы, письмо, жазу это писать. Убираем основа жаз. В данном случае ставили «ы», потому что «а» твердая гласная, ей соответствует твердое «ы». Біз хат жазып отырмыз. Мы пишем письмо. Письмо занимает время, поэтому біз хат жазып отырмыз. Мы пишем письмо. Хорошо, и последнее. Олар фильм көріп отыр. Көру это смотреть. Көр основа. У отбросил, прибавил «эп», потому что «л» мягкая гласная, ей соответствует «э». Олар фильм көріп отыр. Они смотрят фильм. Фильм идет час, два, три, поэтому отыр. Вот. Еще раз, друзья, посмотрите на вот эти приведенные примеры. Я вам дам время, сейчас даже специально увеличу, чтобы вы все увидели. Мен су ішіп тұрмын. Я пью воду. Краткосрочно, прямо сейчас. Сен күліп отырсың. Сендер тамақ ішіп отырсыңдар. Біз оқып жатырмыз. Билеп жүрмін. Я танцую. Біз хат жазып отырмыз. Мы пишем письмо. Олар фильм көріп отыр. Они смотрят фильм. А теперь я хочу рассказать вам одну очень-очень любопытную штуку. Смотрите. Глаголы, о которых мы говорили в начале. Бару – приходить. Вернее, бару – это идти. Идти, ехать куда-то. Келю – это приходить, приезжать. Апару – относить что-то. Отвозить, относить. Акелю – привозить, приносить. Вот эти раз, два, три, четыре глагола образуют сложное настоящее время другим способом. Смотрим и запоминаем. Итак, мы, как водится, уже отбрасываем показатель инфинитива, остается основа бар, кель, апар, акель. Потом мы к основе присоединяем гласные а, е. И всегда они работают только с глаголом жатыр. Всегда. То есть эти глаголы бар, кель, апаро, акель никогда не работают с глаголом отыр, жыр, тур, только жатыр. И вот пример. Ол қалаға бара жатыр. Он едет в город. Ол қалаға бара жатыр. Вот оно. Бар основа. Присоединили а и глагол жатыр. Ол қалаға бара жатыр. Он едет в город. Круто? Еще как. Допустим, Осан едет в Астану. Мы в Астане находимся, и он к нам едет, Осан. Осан Астанаға кель. Основа. Букве Е соответствует буква Е. Значит, Осан Астанаға келе жатыр. Осан Астанаға келе жатыр. Осан едет к нам в Астану. Осан Астанаға келе жатыр. Соответственно, если вы хотите сказать «я еду», вы можете сказать «мен келе жатыр», личный аффикс «мын». «Мен келе жатырмын». «Мен келе жатырмын». «Я еду». Или «я лечу в Турцию». «Мен Түркияға бара жатырмын». Зимой приятное воспоминание, да? «Мен Түркияға бара жатырмын». «Я еду в Турцию». Вот такие дела. Это все, что касается положительной формы сложного настоящего времени.
Все это была утвердительная форма, положительная, как водится, есть отрицательная и вопросительная, о чем мы сейчас и будем говорить. Тут, друзья, все до неприличия просто. Начинаем с отрицательной формы. Смотрим внимательно. Очень и очень внимательно. Итак, отрицательная форма простого настоящего времени образуется следующим образом. Обратите внимание, я взял основы 4 глаголов. Жазу – это жаз, писать. Ашу – это открывать, основа аш. Секеру – это прыгать, основа секер. И кесу – это резать, основа кес. Смотрите, как образуется отрицательная форма с ложной формы сложного настоящего времени. Итак, к основе я присоединяю следующее окончание. Ба, па, ме, пе. 4. Ба, па, ме, пе. В зависимости от закона гармонии согласных или гласных, вы уже это умеете делать. Жаз. Я присоединил отрицательную частицу ба. И потом идет гласная и краткая. Мен, допустим, я не пишу сейчас. Мен жазбай отырмын. Я сейчас не пишу. Ашу. Глухая согласная. Ей соответствует глухая п. Поэтому в качестве отрицательной частицы я присоединил частицу па. Аш, пай. Аш, пай. Аш, па и краткая. Аш, пай. Секр. Звонкая согласная. Ей соответствует звонкая буква м. Секрмей. 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 Не прыгать. Не прыгает сейчас. Кес. Глухая согласная. Ей соответствует глухая согласная п. Кес. Пей. Теперь, чтобы это все закрепить на примерах, мы рассмотрим предложение. Сен, ты. Жаз, бай, отырсын. Означает, ты сейчас не пишешь. Сен. Жаз – основа. Ба – отрицательная частица. И краткая вставочная. Здесь она вставляется в отрицательной форме. И один из 4 глаголов. В данном случае отыр с личным аффиксом. Сын, потому что сен. Сен, жаз, бай, отырсын. Сен, жаз, бай, отырсын. Ты не пишешь сейчас. Ол секірмей тұр. Ол, он, она, секір основа, ме отрицательная частица и краткая вставочная буква, необходимая для образования отрицательной формы, и глагол тур. Ол секірмей тұр. Он сейчас не прыгает. Ол секірмей тұр. Он не прыгает. Она не прыгает сейчас. Сен, ты. Аш основа от глагола открывать. Отрицательная частица па, вставочная, гласная и краткая. И в данном случае снова глагол тур с личным аффиксом сын, потому что здесь сен. Сен, ашпай, турсын. Ты не открываешь сейчас. Сен неге ашпай, турсын. Ты почему не открываешь? И последнее. Мен, естемей, турман. Естеу – это слышать. Есте – основа. Ме – отрицательная частица. Вставочная и краткая, и глагол тур и личный аффикс мын, потому что мен. Естемей турман. Мен естемей турман. Я не слышу. Теперь вы можете говорить эту крутую фразу. Я не слышу сейчас. Мен сені, я тебя. Мен сені естемей турман. Я тебя не слышу сейчас. Мен сені естемей турман. Я тебя сейчас не слышу. Ну, я думаю, друзья, буквально по костям объяснил на костях отрицательную форму. И, наконец, черед пришел вопросительной формы сложного настоящего времени. Тут все нереально просто. Прям до безобразия просто. Тут сохраняются все вот эти примочки. Частица глагол один из 4, личный аффикс, но присоединилась
только хорошо знакомая вам родная вопросительная частица. Бабе, папе, маме. Жазып тұрсың ба? Сен жазып тұрсың ба? Ты сейчас пишешь? Вот и все. Ол естіп тұр ма? Ол естіп тұр ма? Он сейчас слышит? Слышит? Ол естіп тұр ма? Он сейчас слышит? Сен ойна, основа глагола играть. Сен ойнап жатырсың ба? Ты сейчас играешь. Сен ойнап жатырсың ба? Ты сейчас играешь. То есть, снова повторяю, вопросительная форма образуется к основе, добавляем окончание «эп», «эп», «еп», да? В данном случае, кстати, обратите внимание, любопытный глагол «ойнал» — это «ойна» основа. Подумайте логически. «Ойна-еп» оно даже не звучит. Поэтому две гласные в казахском языке рядом стоять не могут, поэтому мы просто добавили букву «п». «Ойнап». Вот. «Сен ойнап жатырсың ба?» Ты играешь? Сен ойнап жатырсың ба? Ты играешь? Итак, друзья, это все, что касается сложного настоящего времени. Я надеюсь, вам было понятно, а самое главное интересно. В любом случае, ждите домашнее задание, просмотрите это видео несколько раз и, так скажем, это некий переломный момент, потому что тема архиважная. Эта тема как раз-таки очень-очень широко используется в повседневной разговорной казахской речи. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше құрметті достар.